135 человек погибли в пожарах в Башкортостане с начала этого года. Еще 159 человек получили травмы. Ситуация остается напряженной. Обсудим противопожарную безопасность вместе с гостем программы «Интервью» в эфире башкирского спутникового телевидения с заслуженным спасателем России, начальником противопожарной службы Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Раисом Арслановым. Раис Мазгарович, здравствуйте. Здравствуйте. Сравнивая вот эти 6-7 месяцев 2020 года и такой же период прошлого года, чем характеризуется он? Ну, характеризуется то, что идет определенная стабилизация с ростом количества пожаров, гибели и травмирования. О чем вы отметили. У нас гибель снизилась на 18%, ну 19%. Количество пожаров снизилось определенное количество, и также и травмирование. Но надо отметить то же самое. 90 человек были спасены при возникновении пожаров и так далее. Тоже хороший показатель в этом отношении. Но обнадежить себя нельзя, потому что идет сухой период. Вы обращаете внимание, что рост количества пожаров может произойти мгновенно и неконтролируемо. Какие меры помогли стабилизировать ситуацию и зафиксировать снижение роста числа пожаров? Ну, во-первых, это большая работа, проведенная как Федеральной противопожарной службой, Государственным комитетом ПЧС по профилактике пожаров. Прежде всего, это принятые меры как органами местного самоуправления, как надзорными органами в части того, чтобы провести работу по предупреждению и доведению до населения вот этих факторов, связанных с пожарами. Плюс ко всему, конечно, ограничение передвижения людей. Тоже сам дало положительные результаты в части концентрации в домах и так далее. Не было резкого усиления пожаров, особенно в весенний период, в связи с тем, что люди находились в домах, более контролировали свою обстановку и так далее. Но ряд этих факторов наложилось, и, возможно, проведенная работа по профилактике пожаров, еще раз, проведенная всеми органами власти, и том же надзорным, и Государственным комитетом ПЧС, позволила стабилизировать эту работу. Где чаще всего происходят пожары? Чаще всего происходит у нас по нашему, это сельская местность, надворные постройки и надворные постройки, дома и жилые дома граждан. Сейчас летний период, многие отдыхают в садах. Какова ситуация здесь? Действительно, вы правы, что в садах имеют определенное количество пожаров, тем более устоявшей такой сухой погоды и наличие населения, которое у нас сейчас отдыхает в основном в садах или на реках, где по этому. Но надо отметить, что меры по предупреждению пожаров действительно там приняты, и у нас нет такого резкого роста по этим объектам. Ну, последние громкие случаи — это пожары в лесах. Какова ситуация здесь? Удалось ли найти причину возникновения огня? Ну, здесь действительно, особенно в начале июля и так далее, у нас действительно сложилась такая обстановка, что возникли ряд природных пожаров в лесах. Хотя надо отметить, что с июня месяца у нас объявлен особый противопожарный режим в лесах. И действительно были приняты по ограничению людей по посещению лесов, были приняты меры по контролю за обеспечением пожарной безопасности в этих лесах, но случаи пожаров были. Хочу отметить то, что действительно одним из причин пожаров было это наличие сухой грозы. Казалось бы, что многие, это да, что это такое? Это удар молнии, прямо в какой-то сухостой и так далее, возникновение огня. Самое интересное, что природное явление, но самое главное, этот факт нашел даже визуальное подтверждение. В каком отношении? В июле месяце в районе Верхней Авзяна наши работники осуществляли патрулирование населенного пункта и других и так далее, чтобы в случае возникновения пожара, чтобы принять меры по предупреждению. На их глазах произошел удар сухой молнии в сухостой, произошло возгорание леса, но привлеченными силами пожарной части Авзяна и добровольцами этот очаг буквально был затушен. То есть это тот период, когда, помните, был на Бурзяне природный пожар, который шел в природном заповеднике, когда вышел особенно этот случай, привел к тому, что действительно подтверждение, что такие случаи бывают. Как вы оцениваете помощь добровольцев? Мы знаем, что объявляли и сбор волонтеров, и почему люди откликнулись и пришли на помощь, как вы считаете? Я считаю, что действительно подрастает очень социально ответственное молодое поколение. Почему? Потому что я сам был участником тушения пожара в Бурзянском природном заповеднике. И прибытие этих волонтеров, которые и молодые люди, и, я даже скажу, дамы, девушки и так далее, семейные пары приезжали очень много. Приехали из Челябинской области, Уфы, Стерлитамака, Октябрьска, Кушнаренкова, только откуда кого только и не было. С палатками, своим продуктом питания за свой счет приехали на тушение пожара. Действительно, этот пожар показал, что и любой лесной пожар показывает, без человека его потушить очень тяжело, потому что горная местность,
труднодоступность, пожарной машине не проедешь в эти места и так далее. Надо, все-таки большой ручной труд требуется. Вот, особенно, вот, если помните, в понедельник глава республики об этом подчеркивал, то же самое говорил. Да, заседание правительства. И действительно, вот этот призыв через социальные сети, он дал положительный эффект. Мы смогли ограничить, да. Ну и, кстати говоря, Ради Хабиров отметил, что в 2010 году более 500 человек погибали на пожарах. На воде. На воде, да. прошу прощения. Да, это другой. Другое, да, прошу прощения, перепутала. Но, тем не менее, он тоже поблагодарил сотрудников противопожарной службы за их работу. Да. Мазгарович, вы сказали, что противопожарный режим действует с конца июня. Что это означает? Это означает о том, особый противопожарный режим означает, что сейчас запрещено посещение лесов. Категорически запрещено разведение огня, сжигание мусора и так далее, и так далее. Все действия связаны с этим, то есть с огнем. В этом случае даже привлекли к административной ответственности более увеличенные штрафы для тех граждан, которые нарушают нормы правил пожарной безопасности. То есть в этом случае нам надо исключить возникновение огня в наших лесных просторах республики. Если не ошибаюсь, есть еще возможность отслеживать очаги с помощью спутника в космосе. Как это работает? Расскажите, пожалуйста. У нас спутники дают термоточку. Любое возгорание, даже мусора, например, произошло на какой-то территории или что, они дают термоточку. По этой в режиме реального времени? Да, в режиме реального времени. И через Главное управление МЧС, через центральный ЦУКС республики, эта информация поступает уже в подразделение выезжает и принимает меры по ликвидации этой термоточки. То есть это визуально может не определить, но с космоса определяется четко, и поэтому принимаются превентивные меры по организации работы по нераспространению пожара. Как строится работа по профилактике? По профилактике пожаров действительно мы много усилий сейчас проводим в части организации работы среди населения. В этом случае по решению главы республики была создана служба профилактики пожаров в Госкомитете ПЧС, которая осуществляет ежедневную работу в сельских административных районах, городах и так далее, связанная с работа с населением в части профилактики пожаров, разъяснение норм и правил пожарной безопасности, выдача рекомендаций жилым домам, гражданам, которые эксплуатируют жилые дома и надворные постройки в части исключения или нарушения правил пожарной безопасности и так далее. В то же время государственный пожарный надзор, надзорная деятельность нашего главного управления, подразделение главного управления МЧС в этом отношении тоже работают в полном контакте, мы с ними в части предупреждения пожаров. Ну и когда обсуждаются пожары, всегда обсуждается тема введения противопожарных извещателей в домах, в жилых, да? Какие новости в этом направлении? В этом, новости какие? То, что действительно эта работа приводит к тому, что мы видим реальные результаты этой работы. Это даже, еще раз говорю, главу республики, если вспомнить, тоже недавно он тоже в Инстаграме и так далее, опубликовал, кто-то критиковал за эти коробочки, что-то там и так далее, его слова были, что я носится с этим коробкой. А эти извещатели действительно решили проблему одну. Это снизили количество гибели людей на пожарах. Снизили. Если реально брать, больше 400 человек у нас сегодня спасено в результате работы, сработки этих извещателей. Это данные этого года? То есть период с 2016 года, который идет период установления этих датчиков, и более 160 детей. Реальный результат этой работы в части того, что предупреждение. Например, недавно был пожар в одном из городов, где в многоквартирном доме возник пожар, женщина услышала этот писк, сигнализация сработала громко и достаточно эффектно. Она покинула помещение, покинули помещение другие соседи, и где-то 15-17 человек было спасено. В части того, по эвакуационным лестницам ушли от огня. Вот результат работы одного извещателя в жилом доме. Но мы знаем, что за счет бюджета многодетные семьи и льготники получают эти противопожарные извещатели, но тем не менее их стоимость не так велика, порядка 300 рублей, и каждый может установить у себя дома. Что для этого нужно сделать? Нужно ли звать специалиста, либо можно самостоятельно? Вот здесь поподробнее расскажите, пожалуйста. Здесь работа организована таким образом, что действительно за счет средств республики Госкомитет ПЧС приобретает эти извещатели. И на те программы, которые вы сейчас освещали, там есть и дети до 7 лет, которые потом есть и другие категории граждан. Я сейчас просто перечислять все граждан не буду, но имеют право. Для этих целей у нас есть в Госкомитете сайт
Госкомитета, где подробно приведены, какие категории граждан попадают. Поэтому установлены телефоны, где можно это организовать. В части того, что мы, наши работники, инструктора противопожарной профилактики, они выезжают, вот я обратил внимание, что большое количество пожаров у нас происходит в сельских населенных пунктах. Вот все те категории, которые попали под установку извещать, они выезжают на места, вместе с этими гражданами, которые попали под эту категорию, заполняют заявление и устанавливают их в жилых домах. То есть у нас эта работа организована. Телефоны тоже Госкомитет, я еще раз сейчас не перечисляю, но телефоны есть. Все в открытом доступе? В открытом доступе, да, они есть. Спасибо большое, Раис Мазгарович. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире башкирского спутникового телевидения был заслуженный спасатель России, начальник противопожарной службы Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Раис Арсланов, и мы говорили о защите от пожаров.